Они обсуждают турперспективы региона и предлагают реальные кейсы и инструменты для внутреннего туризма. Первый туристический форум «Арамхи-2022» задает динамику с самого начала. Среди спикеров те, кто действительно знает, что и как нужно делать для стимулирования бизнес-активности. Туризм – это вообще отрасль экономики, которая позволяет задействовать все смежные отрасли. Это очень большой мультипликатор. Одно рабочее место в туризме создает 3-5 рабочих мест в смежных отраслях. И, безусловно, это дополнительные доходы населения, а это значит и лучше жизни, и интереснее. Я бы рекомендовал вашим регионам всем объединиться в общий бренд «Большой Кавказ» и развивать туризм совместно. Арамхи-2022 – это площадка для открытого диалога о перспективах развития туризма в Ингушетии, на которой собрались представители региональной власти, инвесторы, эксперты и туристы. Организатор мероприятия – Ингушское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия». Это первое мероприятие туристического формата, и планируем на ежегодной основе с участием представителей и профильных министерств, советов региона, правительства нашей республики. И в сегодняшнем формате мы надеемся, что будет выстроен такой формальный диалог между представителями властями и бизнеса и экспертов в области туризма, и результатом которого будет выстроена некая дорожная карта, по реализации которой, я надеюсь, что наш регион станет более привлекательным для туристов как и российских, так и иностранных. Сегодня Ингушетия завлекает туристов красивой природой и множеством архитектурных памятников. Только за прошлый год республику посетили больше 80 тысяч туристов. Именно за это наш регион стал частью презентации инвестиционного проекта «Глэмпинг-клуб Экспедиция». У нас в ближайшее время уже разыграется субсидии по конкурсам как раз таки на благоустройство туристических маршрутов. Это 11 штук, это и по национальным туристическим маршрутам. И, в общем, такие процессы сейчас происходят. Наверное, они не происходили никогда. Реализация данного проекта позволит привлечь более 50 тысяч туристов на территорию Северного Кавказа, около 70 тысяч на территории Ингушетии, и мы сможем показать не только сервис, но и достопримечательности Ингушетии, культуру, гастрономию, общение людей, познакомить полностью, показав, насколько интересен и важен внутренние туристические маршруты и туризм по отношению к тому, что мы раньше не знали и не видели. Все, что связано с развитием экономики, у нас в республике региональной власти уделяется этому особое внимание. У нас много профессионалов. Это люди, которые как раз нацелены на результат, на достижение, скажем так, успеха в экономической сфере. И отдельное направление туризма, оно, скажем так, не то что выбивается из общего ряда, но ему уделяется максимально пристальное внимание, и поэтому сложно переоценить важность сегодняшнего форума, который у нас здесь проходит. Место для проведения форума тоже выбрано не случайно. Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт Арамхи расположен в Джейрахском районе на высоте 1500 метров над уровнем моря и занимает территорию более 2000 гектаров. Это первая по привлекательности точка для туристов. На втором месте – столица Магас. Туристический бренд Ингушетии позиционируется как страна башен и легенд. Информацию по Ингушетии мы уже получили, что столица город Магас, что это самая молодая столица, что есть достопримечательности непосредственно и в Магасе, которые стоит посетить. Это 100-метровая башня Согласия, которая внутри обустроена очень интересно. Помимо того, что там снаружи, наверху есть смотровая площадка с стеклянным балконом, которая привлекает очень многих туристов. Организаторы форума делятся. Подобные мероприятия необходимы для нашего региона. Это возможность на одной гостеприимной площадке представить безграничные возможности российских регионов. От известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев. Новости 24.